В джунглях появился человеческий детеныш. В джунглях появился человеческий детеныш. Ау, сегодня... Мы снимаем сюжет. Итак, всем здравствуйте. Вот этот карапуз, вот этот коляпуз, который капризничает, чего-то там хочет. А что у нас упала конфетка? Конфетка у нас упала. Вот этот карапуз должен быть, тут в рот не надо, в безопасности. Он должен быть в безопасности в этой большой квартире, потому что скоро, со дня на день, он пойдет. Что мы будем делать? Мы будем делать его жизнь более мягкой, безопасной и комфортной. Итак, всем здравствуйте, с вами Бородатые Советы. Сегодня поговорим о безопасности наших детишек. Поехали! Ну, как известно, самое безопасное место для ребенка это в руках матери, поэтому пока что мы его отдаем маме, которая не является моей женой, потому что это не мой сын. Девочки, я все еще свободен. Вот. Это просто, это массовка, это так вот... Простите, что? Не мышовку, ты наш. Вот, какой я мимичный. Вот, отдаем ребенка маме и занимаемся безопасностью окружающей среды данного субъекта. Да? Он согласен. Отдаем маме. Итак, с чего начнем? Самое, наверное, опасное и вот для такого карапуза самое угрожающее это углы столов, углы предметов, которые его окружают. Острые углы, об которые он может удариться. Для этого, конечно, есть специальные заглушки, их можно приобрести, но зараза стоят дорого. Можно заказать их на китайских сайтах, они там стоят недорого, но и, соответственно, доставка месяца два. За 2 месяца он начнет пить, курить и ходить на работу, на завод, в смену, в ночную. Как я выгляжу? Вот. Поэтому, что нам нужно сделать сейчас, здесь, как мы можем максимально быстро и максимально недорого обезопасить ребенка? Вот с помощью вот таких вот спортивных теннисных мячей. Что делаем? Мы берем мяч, намечаем линии на нем, да? То есть наметили, раз, два, подогнали под угол, посмотрели примерно какой ширины вот сама столешница, просто взяли и порезали. Вуаля! У нас получается вот такая штука. Затем что мы делаем? Берем угол стола и вот такой вот пакмен закрывает нам полностью угол стола. Все, ребенок в безопасности. Почему? Потому что будет бежать, будет раз, то есть он не на угол ударится. Да, он, возможно, ударится, но он не об угол стола ударится, не расшибет лоб, а просто будет защищен вот этой вот штукой. Стоят такие мячи всего-навсего 100 рублей. Соответственно, 400 рублей, буквально 2 минуты работы, и наш стол полностью обрамлен вот этими вот пакменами. Удобно, недорого, эффективно. Поехали дальше. Один из самых главных страхов, который остается из детства у каждой мамаши и потом у ребенка, да, не дай бог он сунет пальцы в розетку. На самом деле, ну не знаю, ни один ребенок не сможет физически засунуть пальцы в розетку. Единственное, если он засунет туда специально сделанную вилку, которая оголена, и вот он попадет в два отверстия и всему того подобное. Но, дабы, скажем так, сохранить нервы мамы и уже, скажем так, береженого Бог бережет. Что можно сделать? Можно сделать, опять-таки, как я уже сказал, купить специальные заглушки, которые продаются в магазинах и которые почему-то стоят, опять-таки, бешеных денег. Либо сделать проще, купить за 10 рублей вот такую вот пустышку-вилку,
да, которая абсолютно здесь закрыта. И просто засунуть ее вот так вот в розетку. Уродское уродство! Да, немного некрасиво, но при этом ребенок не залезет сюда, это уже 1,000,000%. А нам, когда надо будет, мы просто вытаскиваем эту и засовываем нужную нам вилку с приборами и с аппаратами. Третий уже момент, который беспокоит, вот это уже, скажем так, более реально, более опасно. Это плиты, газовые электрические плиты. Благо, допустим, на электрических духовках сейчас есть, да и на газовых тоже, на современных, есть специальные блокираторы от детей. Но так как дети все-таки пытливые создания, и они очень умны, не так, как говорится, не так глупы, как кажутся, они открывают все равно это. Мы, конечно, можем обезопасить это какими-нибудь там кустарными способами, но в этом плане лучше не пожалейте денег, вызовите специалиста, который просто придет и установит вам блок-замки на эти двери. И, соответственно, на комфорке и на духовке сами тоже. Потому что вот здесь с газом шутить никак нельзя. Либо как-нибудь это уже, не знаю, закрыть, встроенную технику сделать и что-то наподобие этого. Но самое простое, пусть будет чуть подороже, вызвать специалиста, который установит всяческие блокираторы, при которых ребенок никак не пустит газ. Ребенок пускает газы, но нет печки. Актуальная и больная тема – это балконы, это окна, которые выходит прямо на улицу, не дай бог, это какой-то 8-й этаж, как в нашем случае. Многие ошибочно думают, поставив какие-то москитные сетки, что они могут спасти ребенка от выпадения. Как раз таки вот они и обманывают. Уважаемые родители, уважаемые мамаши и папы, пожалуйста, я вас заклинаю, москитная сетка никогда не спасет вашего ребенка от выпадения. Почему? Она крепится просто на защелке, который просто надавил даже маленький ребенок, и она падает вместе с ним. Поэтому, если у вас есть москитная сетка, но вы хотите проветрить помещение, не открывайте настежь окна. Сделайте все гораздо проще. Благо, сейчас современные технологии позволяют устанавливать откидные створки. То есть вы повернули, и у вас окно откинулось просто сверху чуть-чуть. Воздух свежий заходит, но при этом ребенок не может выпасть. Ребенок каким-нибудь образом, взяв какой-нибудь твердый предмет, может сломать это окно. Здесь в этом случае очень просто. Есть специальные пленки, бронь, которые вы клеите на окно. Она такая же прозрачная, все, никаких проблем. Но при этом ребенок, даже если ее ударит, стекло может и потрескается, но при этом оно не рассыпется и не поранит ребенка. Это тоже немаловажно. Так что огромная просьба, максимальное внимание к окнам и к балконам. И чем хотелось бы закончить, скажем так, наше повествование о безопасности ребенка, это вот такие вот дверцы, которые открываются, он их дергает, на него что-то падает, или он просто дергает за дверцы и опять-таки ударяется. Здесь самое простое – это хомут. Благо сейчас есть эти хомуты съемные, то есть которые не надо резать, мы его закрепили, потом здесь раз нажали и он открылся. Что мы делаем? Берем, опачки, вот так вот, раз, протянули и затянули. Все, ребенок не откроет шкаф. Таким же образом мы перетягиваем сверху, чтобы на него ничего не выпало. Все, шкаф закрыт, ребенок не поранится. Дорогие мои молодые родители, да и не очень молодые, у кого есть маленькие дети, резюмируем это все. Пожалуйста, будьте внимательны. Если уже мы вот быстро и хотим относительно нормально обезопасить свой дом, первым делом мы закрываем все углы, все столы, тумбочки, табуретки, шкафы и все остальное. Все углы, об которые может удариться ребенок. Второе. Мы обезопасили все розетки. Сделали их безопасными для ребенка, чтобы он не засунул туда ни пальчики, ни какие-нибудь вилки, ни ножи, ничего подобного, чтобы вот током не ударило.
духовые шкафы, варочные панели, газовые плиты. Вызываем специалистов, которые ставят блок-замки на это все. Шкафы, которые открываются. Блокируем их максимально. Как только ребенок начинает ходить, как только начинает он любопытствовать, а что во внешнем мире происходит, блокируйте. Блокируйте все окна, следите за тем, как у вас открываются двери, окна и всему тому подобное. А так, здоровья вашим детишкам, пусть растут вам на радость. Это были Бородатые советы, я Ремей Демеев. До новых встреч, пока!